Вот все, я Саидбея, больше действующую власть не поддерживаю. И клятву нарушив раз 100, под градом взглядов жестоких, как нам сохранить лицо? Некоторые говорят, вот, Саид, как можно было в это поверить? Вот то самое отравление, да, о котором идет речь. Я подумал, человек готов на все. Один из членов твоей семьи оказался в центре уголовного дела о коррупции. Что бы ты сказал Владиславу Григорьевичу Арзану, если бы у тебя была такая возможность? Саид, привет. Здравствуй. Когда мы готовились к интервью, я наткнулся на сайт Стихи.ру. Там есть у тебя твоя страница, и ты коротко рассказываешь о себе. Если ты не против, я зачитаю. Звать меня Саид, для друзей Сайка. Живу в Абхазии, обожаю свою страну. Писать начал недавно. Мне 18 лет, из города Пицунда. Я очень открытый и приветливый человек. Ранимый, достаточно скромный. Жизнь готова дать за родного мне человека. Занимаюсь разными видами спорта. Также я слишком самокритичный, влюбчивый и доверчивый. Это мои плохие качества. Пожалуйста, кто будет читать мои стихи, оставляйте свое мнение. О стихах поговорим. Вот спустя 12 лет, почти 13 лет, как бы ты себя представил зрителям? Вот примерно в такой форме, и что из того, что ты говорил о себе 12 лет назад, поменялось сейчас уже по-другому? Здравствуй, Саид, еще раз. Ну, я бы хотел начать с того, что я польщен тем, что приглашен к тебе на передачу, хотя, да, ты мне звонил до этого еще год или два назад, да, и тогда обстоятельства сложились так, что я не смог попасть к тебе на передачу. Касаемо твоего вопроса, я уже сказал, я сюда ехал, и, в принципе, я подозревал, что эту страничку найдут. Потому что я потерял пароль, это стихи.ру. Тогда я только поступил в университет, и были определенные сложности. Стихи я начал писать еще в 10 классе, ну, относительно как стихи, и стихотворениями их не назовешь. Но тогда мне хотелось вот через вот творчество, что ли, себя как-то выразить, чтобы меня услышали. Касаемо того, что что-то бы я изменил или что-то изменилось спустя 12 лет, ну, тяжело это сказать. Мне кажется, ну, не совсем. Наверное, стал более закрытым, но в каком плане? Осторожным. Потому что вот то, о чем я сказал, ну, я дал себе характеристику, да? Причем положительные качества. Но почему? положительными ты назвал... самокритичный, да. Да, открытый, приветливый и ранимый. Это так же? Да, это все еще так. И почему-то ты самокритичность, влюбчивость и доверчивость назвал своими плохими качествами. Это все так же, да? Ты по-прежнему влюбчивый? И вообще, в принципе, почему я на этом заострил внимание, мне кажется, в нашем обществе, в абхазском обществе, вот так публично говорить о таких вещах, ну не принято. Вот сейчас ты бы удалил, был бы у тебя пароль, ты бы удалил? Так я старался. Я старался удалить, но не получилось. Не потому, что я там написал влюбчивый и так далее. Я тогда был немножко других взглядов, и я бы сказал, наверное, неправильных, наверное, да, слишком наивный в каких-то моментах. Но в плане традиционности, наверное, ты это имеешь в виду, отношение к вообще о чувствах, да, у нас действительно не принято говорить, и сейчас я это понимаю, что это правильно, нельзя это говорить. Ну, во-первых, счастье любит тишину, говорят об этом, да, и вот в данном смысле, ну, в Фейсбуке, наверное, часто, может, бывает, читаешь, я все равно не могу сдержать себя порой, я все равно как-то проявляю эти чувства. Ну, в соцсети это, наверное, неправильно, но... Ну, вижу. Ты иногда выкладываешь семейные фотографии и с какой-нибудь такой милой надписью. Ну, не подкалывают друзья? Нет, ни в коем случае. Я просто... Единственное, что замечаю, что... Ну, я не могу сдержать этот порыв. Мне вот просто хочется иногда поделиться своим счастьем.
Чистящие средства Литокол удалят любые загрязнения, восстановят яркость цвета плитки и затирки, сохранят привлекательный вид плиточной отделки на долгие годы. В магазине Керама Марацци в Сухуми представлен широкий ассортимент итальянской производственной компании Литокол. Слушай, я несколько строк зачитаю, мне прямо интересно. Ты вообще когда последний раз читал свои стихи, когда тебе было 18, которые ты писал? Я бы этого не делал. Давай я прочитаю, и мне просто интересно, какая твоя реакция. Там 9 стихотворений, одно посвящено любви к родине, а все остальные 8 — любви к девушке, я так понимаю. Я не знаю, какой-то конкретной на тот момент. Нет, или не вообще. было. Но очень много о чувствах. Например, стою и жду тебя я, и чувствую идешь. Теряюсь, замираю, а сердце радуется. А хочешь, я перестану читать? Хорошо, не буду тебя смущать. То есть, получается, спустя 12 лет тебе немного неловко за свои стихи или что? Ну да, это слишком лично. Тогда не было никаких отношений в действительности. Нет, я даже не про отношения, а вообще вот про открытость. А почему ты решил тогда себя в этом смысле поменять? Наверное, не было человека, кому я это мог посвятить, поэтому я делал это публично. Сейчас я это дело стараюсь делать закрыто. Тоже интересный ответ. Делаешь, да? Часто говоришь комплимент? Конечно. Стараюсь, во всяком случае. Ты перестал писать стихи или все еще? Нет, я пишу. А мы можем тебя попросить, может быть, зачитать что-нибудь из последнего? Только если с телефона я не запоминаю свои стихотворения. Наизусть я не... Да? А твой телефон не с собой? Где-то здесь. Спасибо большое. Про что ты сейчас пишешь чаще? Вот такая центральная тема твоих стихов. Семейные ценности и ценности в целом. О жизни, о государстве. Наверное, что-то о ценностях в целом. Что-нибудь из последнего. Сейчас я найду. Есть стихотворения, которые я, например, пишу в заметках, в дороге или еще где-то. Потом забываю о них, потом вспоминаю, начинаю перечитывать, и как-то мне это уже нравится. То есть бывает, что я напишу, но я пишу это, опять-таки, давайте я вот это попробую прочитать. Иногда не читается. На самом деле очень любопытно. Как только ты почувствуешь, что не хочешь читать, прекращаем. Мы тут тебя не будем терроризировать. Хорошо. Не считаю ни дни, ни секунды, не делю и часы на минуты. Наслаждаюсь мигом маршрута и жизнью делюсь пополам. Человеком рожден был вроде, а кем станешь, не знает никто. Кровожадным существом одиноким или счастливым в прекрасном кино. Гарантий никто не дает. И клятву нарушив раз 100, под градом взглядов жестоких, как нам сохранить лицо? Мы будто у бездны на грани, как будто на дне в океане, с надеждой сияющих глаз, тонем средь тысячи фраз. И судьбы, и вечность страданий, и смерть, и жизнь одолев, мы молимся дьяволу сами, раздавая грехи, всех задев. Да, жизнь противоречивая штука, и смыслы ищем повсюду, пока не найдем мы друг друга, пока тает снег до весны. Не считаю ни дней, ни секунды, не делю и часы на минуты. Наслаждаюсь я мигом маршрута и жизнью делюсь пополам. Спасибо большое, Саид, за такую откровенность. Это достаточно смелый поступок. Вот так взять и сходу зачитать свой стих. Когда вот только-только мы начали интервью, ты сам говорил о том, что мы тебя звали. Вообще, в принципе, как только мы задумали свой проект «Хара», мы с Георгием тебя с самого начала хотели пригласить. Тогда еще прям звучал отовсюду конкурс «Гордость Абхазии», победителем которого ты стал. Но ты нам на протяжении нескольких раз отказывал. Я веду свой черный список такой, туда записываю всех, кто отказывал. Ты пришел, я вычеркиваю тебя из черного списка, но почему ты нам отказывал? Почему ты не хотел тогда давать нам интервью? Раз уже мы говорим о конкурсе, наверное, вот конкурс прошел.
Не, мы пока не о конкурсе. Не-не-не, мы его затронули, связано, да, это связано, расскажи. конечно, это связано. Вот конкурс проходит, и проходит какое-то энное время, я уже не помню, честно говоря, сколько прошло. Там пошли там назначения, да, если вы помните, там формально кого-то там назначили, там 5 победителей. И мое назначение очень так оттягивалось, так скажем. Честно я вам скажу, когда я принимал участие в этом конкурсе, у меня как бы были другие мысли, то есть мотивы совершенно другие были. И не для того, чтобы занять какую-то должность. Я уже был директором школы. И комиссия, кстати, задавала мне вопрос, ну ты уже состоялся, вот ты директор школы, зачем тебе это надо? У меня другие мотивы были, потому что там было сказано о повышении квалификации, да, возможность отучиться. Меня это больше заинтересовало, и какой-то мой внутренний протест, система образования, сама по себе система, как она работает. И я хотел, чтобы люди, которые заняты в системе образования, чтобы просто один большой вопрос у них возник. Для чего директор школы принимает участие в таком конкурсе? Значит, он не видит будущего в этой системе. То есть он не может поднимать... Значит, нет другого лифта, такого, да, социального или еще какого-то другого. И потом время прошло, неожиданно для себя я в числе победителей. Абсолютно не ожидал. В числе ты выиграл конкурс, ты же занял 1 место. Ну да, я все равно себя не причисляю. Ну, там 1 место, 2 место, там 5 ребят. И, в принципе, все победители, кто принял участие, не смело о себе заявили. Это тоже, вы знаете, в нашем обществе таком закрытом, достаточно консервативном, чтобы о себе заявить, и потом там, и критика возможна, да, все возможно, очень тяжело как бы себе заявить. И вот потом, по прошествию времени, были некоторые предложения, и эти предложения, как бы я от них отказывался, потом прошло время. Например, какие предложения, от которых ты отказывался? Ну, во-первых, было предложение стать замминистра просвещения и языковой политики, и я сперва отказывался, и потом мы шли переговоры, поговорили, я согласился. То есть я ждал там неделю, 2, сколько-то времени было. Потом позвонили и сказали, что так сложились обстоятельства, что не получается. И в это время звонили вы, просили давайте интервью. Как бы я не хотел подставлять людей. И мне сказали, что это может помешать. Почему-то вот твою программу связывают с оппозиционным каким-то направлением. Ну, понятно, у нас клеймовать любят всех. Просто это как бы это хобби, что ли. Программу связывают, программы ни при чем, а вот я точно себя лично открыто причисляю к оппозиции и не считаю, что это стоит но я, например, до этого тоже давал интервью на различных площадках. Ну, я так понимаю, тебе просто сказали, туда ходить нельзя. Да, ну не то, что нельзя, подожди, пойдешь? Кто сказал? Нет, это не скажу. Ну ладно, не скажу. Хорошо, не говори. Ты говорил о том, что вначале ты отказался от должности заместителя просвещения. Почему? Ты хотел чего-то больше? Я не хотел этого. Я считал, что я не дорос до этого. Нет, не то, чтобы не дорос. Я пока не видел там себя. Ну, понимаете, вот говорят, что там 21 век, 30 лет, в принципе, уже время такое, когда вот молодой человек может занимать такой пост. А я вот категорически против этого. Потому что вот работая в школе и вообще на различных местах, я там подрабатывал еще где-то, все-таки жизненный опыт – это очень важная вещь. Потому что вот мудрость, она приходит, вот когда ты шишки набиваешь вот на практике, ты не будешь спешить вот в принятии решений. Тогда почему потом согласился? Я взвесил все за и против, снова развернул свой проект, который я предлагал, и подумал, а может я смогу? Ну, во всяком случае, это зам, это как бы... И я хотел предложить, чтобы я как-то был определенным направлением занимался. Не лез во все проекты, нет, ни в коем случае. Но мне этот опыт был интересен. А потом я подумал, вот жизнь, она какая, вот как там говорят, да, там человек тонул, ему там Господь там лодку, он лодкой не воспользовался, потом вертолет, он попадает к Господу, его спрашивают,
ты мне не помог. Слушай, я тебе помогал, ты не воспользовался этим. Поэтому я вот как-то так думал с этой позиции. Но при этом я не сказать, что я не был уверен в своих силах. Нет. Я, наоборот, боялся этой уверенности. Вот молодой человек, как правило, он особенно самоуверенный, это может тоже мешать в работе. Ну, в итоге заместителем министра ты так и не стал, и, исходя из твоего ответа, я так понимаю, дело было не в тебе. Ну, по всей видимости. Ну, в смысле, дело не в твоем нежелании им стать в итоге, а Нет, почему абсолютно. не стал замминистра? А я не знаю. Надо спросить у людей. И, во-первых, как-то вот вообще после конкурса почему-то у меня внутри, у меня были такие ощущения, что почему-то я обязан, как будто я должен был, что ли, кому-то. Вот у меня такие ощущения были вот противоречивые. Я сидел и думал, задавал себе вопрос, почему у меня вот эти ощущения меня не покидают? На каком-то этапе конкурса я отказывался от участия. Почему? Да, я отказывался, ну, об этом я могу говорить, потому что Инал Ардзинба, он тогда выступил на телеканале «Россия-24», или, по-моему, так, да, и тогда он агитировал фактически за Аслана Георгиевича. Когда нас собирали и говорили о конкурсе, говорили, что это аполитичная тема, ну, в плане ни выборов, там, ни с кем это не связано. Когда это увидел, я отказался. Ну, потом мы встретились отдельно и поговорили, то есть принять в этом участие. У меня было условие, что я хочу именно повышение квалификации проходить. Дело в том, что у меня финансовые трудности были, и я не мог продолжить свою учебу. В магистратуре эта юриспруденция была, меня юриспруденция до сих пор интересует. И я пытался найти механизмы для того, чтобы как-то вот повысить свою квалификацию, образование, там какой-то опыт. Про гордость Абхазии мы еще поговорим, раз уж ты сам об этом заговорил. Ты сказал, что отказался вначале на каком-то этапе от участия в конкурсе, потому что Инал Ардзинба агитировал за Аслана Георгиевича Бжаня, но в итоге ты вступил в инициативную группу Аслана Георгиевича Бжаня, кандидата в президенты Аслана Бжаня. Знаешь, вот что мне интересно. Мы же такие решения принимаем, опираясь на что-то такое конкретное. Вот расскажи, пожалуйста, может быть, тезисно, да, какие основные мысли тебя посещали, когда ты принимал решение вступить в инициативную группу Аслана Георгиевича? Ну вот какие его плюсы ты видел как президент? Я сейчас вам скажу, что именно на меня повлияло. Давай на «ты», а то все подумают, что ты воспитанный, я нет. Хотя мы с ним общаемся на «ты», нечестно. Это профессиональное. Вот в школе мы так принято, мы всегда на «вы», хорошо, на «ты». Я вот к тому, что на меня дома, на улице никто на мой выбор не смогут повлиять. То есть я такого склада человек, что я даже могу вас избегать, понимаете? То есть, извините за выражение. Почти 2 года нас. Извините, до тошноты. То есть настолько, что во мне даже могут разочароваться. То есть я могу сделать для этого все. Чтобы на рожон не лезть, да, вот такие моменты, возможно, это мой минус, но таким образом я иногда свою позицию хочу обозначить, потому что люди иногда не слышат. Ну, такой тактичный способ сказать, что отстаньте от меня. Да, есть такая тема. Мы не отстали. Но по поводу, например, инициативной группы, я могу так сказать, почему я поддерживал президента. Опять-таки, я основывался на всех выступлениях. На Абаза ТВ, там длинные интервью были, да, точечно. Президент говорил реальные проблемы, о которых мы и сегодня говорим. Да, об этой реформе, о существующей программе, которая мир перевернет, да. Ну, я поверил, я не знаю, наверное, поэтому и проголосовали люди, потому что люди же поверили. Вот я часть этого общества, и когда в инициативную группу вступал, я опасался вступать в инициативную группу, потому что тогда я был на участке председателем окружной комиссии, участковой комиссии, и я как бы боялся, как бы это не помешало, не ударило по людям, которые работают со мной там на участке. Если, например, ты чей-то сторонник, то и ты на участке председатель, обязательно будут люди, которые приходят и говорят, вот присмотрите за ним, там, и даже на комиссию могут как-то давить заочно через своих людей, родственников. Я этого опасался. И меня просили войти в инициативную группу тоже.
Тоже просили, и я долго решался, потому что вот именно вот этот вопрос меня беспокоил. Как это и по закону, как это будет выглядеть в этом отношении. И все. А в остальном, что мне мешает делать свой выбор? Ничего. Нет, ничего. Мне просто было интересно, чем ты был мотивирован на тот момент. Совсем недавно ты официально вступил в системную оппозицию, вошел в Высший совет Абхазского народного движения, лидером которого является главный на сегодняшний день оппонент Аслана Георгиевича Бжани, Адгур Ардзинба. С чем связан твой отказ от поддержки Аслана Георгиевича Бжани? На самом деле, я слышал разные мнения, в том числе и то, что, не буду называть имена, но один из членов твоей семьи оказался в центре уголовного дела о коррупции по инициативе действующей власти. Это как-то связано? Вообще очень интересно. Честно говоря, я долгое время именно по этой причине не вступал в оппозицию. Объясни подробнее. Я знал, что эта версия будет основной. Это для тех людей, которые хотят аргументировать свою слабость. Да? И это ж политика, понимаете? Вот грязное белье, вот копошиться в этом. Это любят делать слабые люди. Ну, сильный человек, ему не нужно оправдывать свои промахи как-то. Он сам признается в этом. Мой выбор был взвешенным. То есть и причиной тому разные причины были, в действительности. Если, например, говорить об Адгуре Амирановиче, да? Ну, это отдельная тема. Вот отдельно, мне просто хорошо. интересно, в какой момент и почему ты принял решение, что вот все, я Саидбей, я больше действующую власть не поддерживаю, не просто не поддерживаю, а открыто выражаю свою вот оппозиционную настроенность. Вот это связано как-то с тем, что я сказал выше, либо с тем, что вот тебе почти год обещали стать нет, абсолютно. Я вообще не... но в итоге там ты им не стал. Хотя стал, об этом мы поговорим. Ты же стал советником, нет, я вообще, помощником секретаря Совбеза. Но об этом мы тоже поговорим. Да. Я абсолютно вот против вот таких тем, когда... Ну, у нас в обществе любят об этом говорить, да, вот там обиделся на что-то, нет, или вот эта причина. Эти причины тоже имеют право на ну, конечно, абсолютно, согласись? Абсолютно, но я этим не руководствовался никогда. Я просто, как руководитель маленькой организации, вот я в школе работал, понимаете, есть вещи, которые ты делаешь здесь и сейчас. Угу. Вот как руководитель государства есть вещи, которые можно сделать здесь и сейчас. Ну, сократить штат. Да, о котором говорят в правительстве, когда у нас миллиард дотационное правительство, на миллиард, что ли, да, Хатуна Шатыба говорил об этом. И говорить на телевидении везде об этом, и потом этого не сделать, и хотя бы не проговорить вот эти темы. Для меня вот эти темы были очень важны. Но это не стало причиной моей оппозиционности. Нет, конечно же. Это как бы вдобавок к этому. Тебя уговорили в оппозиции вступить в оппозицию? Ни в коем случае. Более того скажу, я работал в школе, да, ну, вот я работал там учителем, потом директором. Ну, я любитель там публично выступить, там сказать. Не просто для публичности, а вот, ну, заявить об этой проблеме. Я хочу, чтобы проблемы поднимались, обсуждались, чтобы они решались в конечном итоге. И когда, ну, вот гордость Абхазии прошло событие о моем родственнике, вот, о котором ты сказал сейчас, да, упомянул. Это мой родной человек. Более того, ну, я сейчас тяжело об этом говорить. Я потерял... говорю. Почему, например, я паузу выдержал? Потому что... Ты не хотел, чтобы люди говорили, что ты ушел поэтому? И поэтому, и горе в семье было у нас, и оно есть, это горе не проходит. И поэтому... Я не хотел, чтобы это било по моей семье. Оно в любом случае било бы, в любом случае, сегодня я бы вступил или через год, или через 3 года. Да? Ну, по факту, получается, ты просто такой сменил свою политическую ориентированность, потому что увидел, что обещания не выполняются. Да, если вот простым языком, конечно. В которые ты поверил в свое время. Да. А почему? Ну, я вот вообще не понимаю. Знаете, вот я за идеи. Вот я хочу, чтобы... не за Саида Барганджи шли на выборы, и не за Саида Бей или еще за кого-то, а за вот эту идею. Поэтому я вот в свое время
Я стал чаще говорить о Владиславе Григорьевиче, вот его мыслях, идеях, вот его книга есть. Вот я бы хотел, чтобы вокруг этих идей сплотились люди. Вот когда вокруг идей, если объединятся люди, да, а уже кто их реализовывает, если он не может их реализовать, если ты отойдешь от меня как человека, который не может реализовать эти идеи, так почему это твоя проблема? Хорошо, я понял, Саид. Здесь ты поверил в идею, ее никто не реализовывает. Полностью согласен, что мы имеем право, вот сегодня поверили, завтра не поверили. Это наше право, дарованное нам Конституцией. Согласен. Какую идею ты увидел в абхазском народном движении, если конкретнее, какую идею, на твой взгляд, транслирует Адгур Ардзинба, раз ты вступил туда? Ну, когда говорят, например, об Адгуре Амирановиче, вот ярлыки, которые до этого, которых ты сказал... Я вот как раз про идею хочу понять. Что тебя хорошо, что тебя смотивировало? Я вижу, что человек неподкупный. Для меня это главная идея сегодня. Он открыто говорит в лицо людям, которые занимают высокие посты. Вот недавно, да, вот Александру Золотинсковичу, он же заявил там на площади, да, вот кто-то его как-то отрицательно воспринимает. А почитав, например, книгу Владислава Григорьевича, я вообще поражаюсь, как... А идея какая? Идея? На твой взгляд, которую транслирует сегодня оппозиция? Главная идея – это развитие абхазского государства. Причем, ну, вот это абстрактно звучит, да? Абстрактно. Но при этом я же до этого знакомился с отчетами Министерства экономики. Сейчас я не могу, наверное, вспомнить конкретно. Я видел предложения, которые не были восприняты в конечном итоге. Это в бытности, когда Адгур Амиранович был министром экономики. И люди, которые говорят о том, что там, вот он, когда был министром экономики, что произошло, ну, понимаете, вот я дилетант в этом отношении, да, в плане экономики. Как я могу судить его деятельность? Но это не Арабские Эмираты, где у нас миллиарды, да, и они видны, и тут ничего не делается. Были определенные сложности, но когда ты читаешь отчеты, я понимаю, бумага все стерпит, но были конкретные предложения, которые, ну, там по НДС тоже были некоторые, там налоговые каникулы, там он говорил о них тоже. Ну, вот сейчас, что я вспоминаю, и мне эти идеи, они как бы вызывали такую симпатию. Но при этом мы родственники. С Адгуром Амирановичем мы родственники, но, понимаете, если бы я этим руководствовался бы в свое время, я бы, наверное, не был в инициативной группе Аслана Георгиевича. Вот это тоже нужно понимать. Ты уже несколько раз говорил о книге Владислава Григорьевича Ардзинба. Считаешь ли ты, что она должна входить, ты как бывший директор школы, входить в обязательный перечень литературы, может быть, выпускников школ, там, старшеклассников? Я готовлю сейчас небольшой проект по этой теме. И я понимаю, что мало кто, наверное, это поддержит. И не знаю, почему. Ну, твое мнение мне интересно. Я считаю, что, возможно, ту часть, да, ну, сложную часть его жизни, скажем, где вот касается предательства, вот это всего, можно ее опустить. Может быть. Это специалисты, наверное, должны тоже решать. Это обязательно должно быть. Во-первых, это уже исторический документ, на который можно ссылаться. Когда ты прочитал это? Такое ощущение, как будто ты ее совсем недавно, я так понимаю, прочитал? Да. 2,5 года назад она не была у тебя в руках? Нет. И что меня больше поразило, в 2016 году, когда вышла эта книга, так у нее не было такой рекламы. То есть почему-то это не говорилось там на все. Ну, сейчас, прочитав эту книгу, я вообще не понимаю, почему эта книга не обсуждалась на всех площадках, телеканалах страны. То есть вот там такие идеи, я даже думаю, что еще больше есть материала, который еще и не исследован. Вот его мысли, его идеи, его переживания. Ну, нам Бог дал национального героя. И мы сегодня не готовы открыто об этом заявить. Я не могу понять. Ну, вот, я чувствую лицемерие какое-то. Да? Вот общаешься с людьми, говоришь, вот Владислав Григорьевич Ардзинба, как бы, вот все национальный герой.
А когда я начинаю говорить, а вот как вы думаете, что вот если его книгу мы бы в школы ввели бы, да, вот в старшие классы, чтобы вот эта идеология, о которой я говорю, вот конфуцианство, я как-то сказала, вот пусть будет Владислав Григорьевич Арзенба, да, вот это, как сказать, вот это тепло его, любовь к родине, да, его посыл, чтобы он вот был через школу, хотя и так есть, и без того там мероприятия постоянно, которые говорят там о Владиславе Григорьевиче Арзенбе и возложении, и все остальное, но это официальная часть. То есть это мы не вникаем. Ну, биография – это что-то поверхностное, все равно это что-то поверхностное, а здесь вышло что-то его личное. Извини, что прямо, но все-таки спрошу. Твой уход с должности директора школы как-то связан с тем, что тебе обещали должность заместителя министра? Абсолютно. Там был один момент... Абсолютно да или абсолютно нет? Абсолютно нет. Но был момент, скажу какой. Вот сейчас, значит, это предыстория должна быть. Когда меня назначали руководителем школы, в которой я отучился, там мои учителя, мои же наставники, да, и когда я принял решение, что я возглавлю эту школу, у меня была цель там вот все усилия приложить, но почему-то у меня был принцип, я в принципе сейчас, наверное, я точно так же поступил бы. На одном из первых же совещаний я заявил своему коллективу, что я даю себе 5 лет. Вот 5 лет я сделаю все, что в моих силах, я уйду. Почему? Потому что... в итоге я оказался прав. Я тогда говорил о том, что все-таки 5 лет на руководящей должности какой-то перерыв должен быть, переосмысление. Ты не жалеешь? Жалею в каком плане? Коллектив, я по нему скучаю, как руководитель, наверное, по коллективу скучаю. Хотя я все еще работаю там, да, но уже не так часто. Ты уроки ведешь сейчас. Да, ученический коллектив, там, дети, учком, организаторские моменты такие, да. И вот 5 лет прошло, и я понял, что вот на этом месте я, наверное, что-то уже не могу предложить. То, что я предлагаю, оно требует немножко другого уровня. Чтобы ты вырос с должности директора школы внутрь. Наверное, да. Сейчас, может быть, я переоцениваю свои там, способности какие-то. Но вот я понял, что лучше вот так, чем я буду просто занимать эту должность, и в итоге все вот дежавю, вот одно и то же. В итоге заместителем министра просвещения и языковой культуры, да, правильно называется? Политики, языковой политики. Да, ты не стал. Да, языковой политики, простите. Ты не стал, но зато ты стал помощником секретаря Совета Безопасности. Ты стал помощником Сергея Мироновича Шамба. Я так понимаю, это вот тоже тебе эту должность предложили, потому что ты выиграл конкурс «Гордость Абхазии». Ты сейчас, я просто нигде так и не нашел, ты там работаешь или не работаешь? А я и сам не знаю. Не серьезно, да? В смысле, ты зарплату получаешь? Нет. А получал когда-нибудь? Нет. Я бы... Саид, можно прямо спрошу? Тебе просто уже вот взяли, сказали, стань уже помощником, лишь бы что-то, потому что конкурс «Гордость Абхазии» предусматривает дальнейшее трудоустройство. Нет, было так. Ты сказал открыто, я тоже открыто скажу. Было по-другому. Там вот есть такая вот должность, давай вот так, вот это будет хорошо, это будет здорово. Я просто сказал... Но при этом ты зарплату не получал? Нет, я один момент. Я просто... честно сказал, что я не хочу, чтобы это било по конкурсу, и ради этого я согласился. Объясню почему. Сама идея конкурса, она очень хорошая. Ты бы еще раз принял в нем участие, будет у тебя возможность, зная, что тебя ждет потом впереди? Да. И советую, вот сейчас будет конкурс «Гордость». А вроде, по-моему, первый этап прошел. Да, даже. Все равно принимать участие. И идея Инала... я по имени назову, мы с ними тоже ровесники, вот она мне понравилась. И все-таки я вижу в том, что во многом его заслуга. Вот он продавливал этот проект, это прям было видно. И... это мое мнение, мой взгляд. Мне кажется, просто есть люди, которые не хотят, чтобы
Инал в чем-то был успешен. А я сторонник немножко других взглядах вообще в целом в плане развития нашего государства. Хорошо. Вот Харас Чамагуа был, да, директор школы, абхазской школы, вот первая школа, да, имени Хараса Чамагуа, да, верно же? Вот я всегда себе такой вопрос задавал. Вот время было, когда абхазы боролись за абхазскую школу, за абхазский язык. Если бы тогда мы соперничали друг с другом в вопросах, чье имя будет носить эта школа, у нас не было бы своего государства. Поэтому мне не важно, Саид Барганджия построит наше государство, оно будет процветающим, или кто-то другой, Хорошо. если оно будет процветающим. Хорошо. Ты сейчас член Высшего Совета Да. НД, ты еще победитель конкурса «Гордость Абхазии» и в прошлом был в инициативной группе по выдвижению Аслана Георгиевича Бжани. Вот прям вопрос для тебя. Выборы, представим, да, вот мы проснулись, выборы президента. У нас кандидаты Адгур Ардзинба, Инал Ардзинба и Аслан Бжани. За кого ты проголосуешь? Адгур Ардзинба. Почему не за Инала Ардзинба? Нет, поймите, я человек... Нет, мы все поймем. Нет, я пошел... Я когда выбираю свой путь, я стараюсь от него... Я делаю максимум для того, чтобы не отклониться от этого пути. Я никогда в партиях не состоял. И я понял, что все-таки это не партия даже, да, это организация, которая вот объединяет в себе, в основном молодые люди туда входят. Мне очень комфортно там. Я вижу идеи, о которых говорят. Я вижу людей, которые готовы воплощать эти идеи. Я считаю так, что вот есть народ Абхазии, да? Не я же решаю в итоге, кто будет президентом. Я у тебя лично спрашиваю. Он примет решение и будет президентом. Вот твое мнение мне было Мое интересно знать твое мнение. Я считаю, что на данном этапе Адгур Амиранович справится с поставленной задачей. Такие бурные у тебя были последние 2 года, я так понял. Чем ты занимаешься сейчас? Сейчас, в общем, мой ход с поста директора школы, он был связан не только потому, что там у меня был принцип 5 лет, у меня семья стала немножко больше, и еще на одного человека, и... У тебя 2 детей? 3. 3 детей. Да. Многодетный папа. И я понял, что очень тяжело содержать семью, и вот эта деятельность директорская, она отнимала очень много времени у меня, сил и финансов. Все, что я там зарабатывал, фактически я тратил и на школу. Хотя это копейки, честно говоря, но я понял, что, как бы я так не могу. Получается, ты где-то в коммерческой организации работаешь? Я сейчас работаю в отеле. В отеле работаю администратором отеля. То есть я принимаю гостей, заселяю, чемоданчики им ношу. Там. Зарплата нормальная. Вот сколько в среднем? Понятно, что там верхние пределы могут быть сумасшедшие, но сколько в среднем для такого для нормальной жизни, вот не для выживания, а для более-менее нормальной жизни нужно денег в месяц многодетной семье из 5 человек. Вот мама, папа и 3 детей. Со всеми памперсами, со всеми школами, дополнительными занятиями. Только на продукты минимум 20 тысяч. Только на продукты. А потом там топливо постоянно возишь. И дочка у меня в абхазскую школу ходит. То есть я отправил ее не в свою школу, а в абхазскую школу. И мне приходится около 16 километров примерно в день там просто ездить и отвозить. На это много средств уходит. Понятно, одеть, обуть, это разово на год как-то мы планируем, чтобы много чего там хватило, докупить. Мы планируем свой бюджет. Нелегко, конечно, мне кажется, когда ты жалуешься, в плане даже внутренне. Сколько нужно примерно в среднем? Даже внутренне, даже когда у тебя мысли появляются о том, что вот все сложно, ты не можешь, там, с чем-то не справляешься, ты притягиваешь этот негатив, и ты действительно не справишься. А так, я даже не знаю, наверное, нужно вот так, чтобы средний, 1060, хотя мы не дотягиваем до этого потолка, мы столько не зарабатываем вместе с супругой. Сейчас, летом, да, комфортно, потому что есть такая зарплата.
Зимой нет, и откладывать не получается, потому что родственники, друзья всегда в движении, но это жизнь. Саид, мы мне кажется, достаточно много говорили о родине и много говорили о семье. Ненавижу себя искренне за вопрос, который я сейчас тебе задам, но родина или семья? Вот я выстрелил себе в ногу за такой вопрос, но я его задал. По-моему, Конфуций сказал, если, сейчас я дословно не вспомню, государство – это семья. Вот какая будет семья, таким будет государство. Ну, поэтому, прекрасные политические поэтому ответы. Семья. Потому что если я свою семью не могу выстроить и воспитать, о каком государстве может идти речь? Как вообще можно говорить о государстве, если ты не можешь выстроить семью? Это, кстати, семья порой сложнее, чем государство. Это такой институт, откуда выходит, ты же вышел из семьи, я вышел из семьи. Я мог бы этого не хотеть, но я вышел из семьи, меня воспитали, да? Как-то вот и с этими мыслями, с этими ценностями я пришел в этот мир. Да, может быть, отчасти осознанно, может быть, до сих пор этот процесс происходит. Но особенно, когда я поработал в школе, снова ухожу в школу, да, дети. Я же с ними связан. Ты там какие уроки ведешь, предметы? Обществознание. В основном, как и у меня юридическое образование, обществознание мне ближе, особенно раздел права, да, и я в это уходил. Но потом это и пошла и география, история Абхазии, там, и ты постоянно работаешь в этом. Семья, и я даже книжечку пишу. То есть, как книжечку? То есть, такой посыл моим детям. Я думаю, что... книга? Подожди. Книга как? Книга в каком смысле? Это не книга, это мой дневник, который... Ты ведешь дневник? Я почему об этом говорю? Мне хочется до родителей достучаться, вообще до всех родителей. Вот есть периоды у детей, подростковый период, когда вот какой-то протест идет у ребенка, да, когда он на все реагирует очень остро. Родитель делает замечания, да, может, какой-то не в такой форме, в какой нужной он это делает, да? Бывают такие вот. Это отцы и дети. Все время какой-то спор. И я бы хотел, например, когда мне 18 исполнилось, а потом, наверное, уже сейчас 30 лет, взять дневник отца и прочитать. Весь его жизненный путь. Клянусь, я сейчас думаю, хотел бы я или нет. Я бы хотел. Прям весь точно не хотел. Весь, возможно, не хотел бы, но ты понимаешь, понятно, что отец не напишет там то, чего ты, наверное, чего ты не хотел. Но это же не дневник, Саид. Это же ты корректируешь, это что надо пишешь, что не надо пишешь, а вот мой сын почитает. Там опять-таки, это от тебя зависит, как от отца. От тебя зависит, как от отца, какие ценности прививаешь. А что именно корректирую? Я говорю, например, о проблемах, с которыми я сталкиваюсь, как я их решаю. Я говорю о том, как нужно ценить в человеке человека. Офигеть, в каком возрасте ты принял решение писать дневник для будущих Саидовичей? Сколько? Моей, извините, что я так открыто говорю, дочке моей 10 лет будет. А что, нельзя говорить открыто? Сколько лет? Нет, о детях, у нас как-то особо не принято говорить о собственных, да, и выражать чувства к ним. Но 10 лет уже как пишу. И это бывает там месяца 2 не пишу, потом опять возвращаюсь, по датам там, через что прошел. И мне я не хочу заниматься таким воспитанием, скажем, нравоучениями своими. Я просто хочу в свое время дать эту книжечку. И пусть они ее осмыслят сами. Дневник, книжку, как и назвать, я не знаю. И что ты про наше интервью там напишешь? А я пока не знаю. Я пока не знаю. Саид, мы где-то в середине нашего разговора вскользь прошлись по теме твоего возможного политического какого-то там роста. Я тебя спросил, видишь ли ты себя в политике в Абхазии? Ты сказал, что не знаю, но задумывался баллотироваться в парламент. Почему не баллотировался? По поводу политики я так скажу. Мне сейчас комфортно. В каком плане? Когда я был, например, руководителем, да,
каждое свое заявление ты... Сейчас тоже взвешиваю, конечно, да, но тогда еще более тщательно. Ты уже начинаешь думать, вот как бы это бумерангом не сказалось не только на тебе, там, ну, у тебя есть начальство, да, к ним вопросы. Я помню, в свое время я Путину письмо написал, и пришел ответ. Сколько тебе лет было? 25. Но ты уже работал в школе? Да, я первый год директор школы. И я понимаю, что Рауль Джумкович не ответил на мое письмо, я на сайт написал, не было. Я подумал, ну как бы у меня есть причина потом аргументировать, почему я не пришел. Да и, во-первых, о наших проблемах знали. Да, вот знают, какая школа, какие проблемы, и без этого знают. Я решил действовать, значит, школа русская. Я действовал в интересах именно школы. Ты денег просил для школы? Я просил, нет, ремонта, я просил книг, то есть, и там, ну, такое письмо было. Я написал, вечером отправил на сайт президента, написал. С такой романтичная ты натура, конечно. Да, наверное, да. И с такой мыслью, что все, не ответят. Проходит 3 дня, и ответ приходит, что... Это письмо перенаправлено в Министерство образования Российской Федерации, и по профилю вам ответят. Ну, конечно, я запереживал. Я понял, какие масштабы это может приобрести, и все-таки есть начальство, да, которое могут подставить там. И потом уже в Министерство образования это письмо сюда попало, и вызывали на ковер заведующего, и задавали... Потом уже меня в министерство не вызвали, но как бы вопрос уже стоял о моем увольнении. Правда? Да. Ну, потом как-то вопрос решился, слава богу. Но меня это не останавливало. Ну, а вот ты сам как считаешь, спустя уже сколько там, 6 лет, 5 лет, ты заслуживаешь того, чтобы тебя за это уволили? Ты все-таки как бы вот 1500 инстанций, будучи, я не знаю, больше, чем 1500 инстанций обошел, будучи директором школы, и пошел вот напрямую к президенту другой страны. Но... Ты бы себя уволил за это? Я бы... Нет, абсолютно. Я бы за это себя не уволил. Более того, в письме не говорилось, там, вы там наш президент, и говорилось об инвестпрограмме. Чтобы все-таки предусмотрели нас там, в этой инвестпрограмме. Ты тоже тот человек, который хотел... Нет, я, кстати, касаемо инвестпрограммы, вот сейчас, вот, например, я пока ехал сюда, я увидел выступление президента Аслана Георгиевича, где он сказал о том, что письмо посла Российской Федерации, там оно, шантаж фактически, там мы приостановим, мы рассмотрим, да, там вот это финансирование, возможно, приостановим, и как-то из моих выступлений на круглом столе я же сказал, что инвестпрограмма – это вот игла, с которой мы не можем слезть. И если действительно такое письмо существует, если нас уже шантажируют этим, значит, там в действительности знают, что мы без этого не справимся. Это одно, и меня поразило, что вообще-то у нас должен быть протест с нашей стороны на такое письмо, на официальном уровне. Это не в общественной палате нужно говорить о том, что вот видите, вот как бы вот все так плохо. Мне казалось, что надо жестче быть. Пусть приостановят инвестпрограмму. Слушайте, я был ребенком, война прошла, потом блокада была. Я видел, как моя мать с тачками переходила через границу. Это свеча на столе и уроки, когда ты занимаешься уроками с этой свечой. Там, конечно... Ужас, согласись, но это какие-то прям теплые чувства вызывают. Это теплые чувства. Я не говорю, что... может быть, но это прям вот ты когда напомнил эту картину, я ее вспомнил, мы с тобой ровесники. Я об этом пишу, кстати, часто бывает. Я вот вспоминаю. Я вот говорю к тому, что ради того, чтобы мы выбрали свой собственный путь, я лично готов снова сидеть с этой свечой и у этой тетради. Но, опять-таки, чтобы наши люди могли сами выйти из этого кризиса. А то мы действительно за столько лет, мы просто живем за счет этой инвестпрограммы. Мы просто живем за счет нее. Мы говорим там о каких-то успехах в бюджете, но я эти успехи не чувствую на себе.
Ты чувствуешь на себе их? Я инвест-программу не чувствую. Ну, и инвест-программу не чувствуешь там. Но не в этом дело. Инвест-программа – это развитие инфраструктуры, да, там такие проекты, социальные проекты, как бы. Хорошо. Но когда вы говорите, это, кстати, было и при Рауле Джунковиче, что меня вот коробило, мне это не нравилось. Там Рица в этом году, там бюджет такой вот высокий, вот такого никогда не было потока туристов. Ну, таможня, такую-то сумму называют. Ну, а жизнь не меняется. Ну, слушайте, если суммы возрастают, жизнь не меняется, значит, надо задавать вопросы. Зачем вы тогда заявляете об этом? Вот поэтому вот такие моменты, они очень меня коробят. Вот мы чуть выше поговорили о ностальгии. В одном из своих интервью на вопрос, о чем ты мечтаешь, ты ответил следующим образом. Как ни странно, я мечтаю, а точнее ностальгирую о послевоенных временах, когда все были равны, и руку помощи мог протянуть, не задумываясь, каждый, когда духовные ценности брали верх над материальными, когда высшей ценностью был человек. Это было почти 2 года назад. За эти годы, за это время изменились твои мечты? О чем ты мечтаешь сегодня? Вот эта мысль у меня возникла, когда я читал этот ответ, я так, примерил на себя, вот меня спросили, уж я точно бы, наверное, в первую очередь помечтал бы, может быть, о какой-нибудь роскошной квартире где-нибудь, может быть, где-то еще, здоровье, счастье детей, близкие, родные рядом, кучу денег, и пусть Абхазия процветает. Вот, может быть, даже в таком порядке. Но вот мне бы в жизни вот такое не пришло в голову. И вот сейчас мне интересно, вот твои личные мечты. О чем ты думаешь, засыпая перед сном? О чем я думаю? Да. Я думаю, вот то, чем я занимаюсь, и меня не хватает на своих детей. То есть даже когда я в школе был, вот моя мечта, чтобы мои дети, когда подрастут... Я ужасный человек, я мечтаю, хочу $1 000 000. Нет, я вот, чтобы они понимали, что отец всегда был рядом. Вот проблемы были или, наоборот, победы были. Вот я, например, когда вот все как-то забросил, и вот у меня был год, практически год, я вот сына на футбол возил, я участвовал в этом активно, сам развивал эту тему. Дочка у меня на баскетбол пошла, и мне это нравится. Я готов даже жить вот этим, просто только этим готов жить. Развозить детей? Это моя и ходить с ними на занятия? Развивать их. И когда я вижу, что у них получается, когда я вижу, что они видят во мне опору, да, я готов только этим заниматься, но при этом я понимаю, что нужно самому развиваться. Потому что если ты не развиваешься, твои дети тоже не будут развиваться. Это факт. Это может быть, тебя какие-то ощущения будут обманывать, но это факт. А родитель должен тоже развиваться. Как бы пример для своих детей всегда будешь ты. А так, касаемо там, здоровья родителям, детям, это по умолчанию. Это не мечта, но при этом я как данность это не воспринимаю. Я всегда на этот счет переживаю. Если я работал, и, не дай бог, у ребенка температура, там, и ты все рушится, ты ничего не можешь сделать. Не потому, что ты там не мужчина и не можешь совладать с собой. Нет, ты просто... Ты понимаешь, вот приоритеты начинают смещаться тут же, ты как бы ты не знаешь, как себя вести иногда, наверное. Может, это молодость тоже, да, но потом даже такие моменты бывали, конфликтные моменты, да, когда ты вот пытаешься в той же школе, да, вот родителей вызываешь, с ними беседуешь, там, что ребенок не так себя повел, что надо над этим поработать обязательно, а потом... Вот я не знаю, возможно, это тоже самовнушение, но вот твой ребенок начинает болеть в этот же день. И это очень часто происходит. Я стал думать, неужели люди у меня за спиной какой-то вот негатив посылают? И я вот стал этого опасаться. Но ты в такие вещи веришь, да? Ну, вот стал верить, потому что это было. Вот на протяжении 5 лет это было много раз. Я думаю, может, потому что я сам эти мысли притягиваю. А так, в целом, если идешь в политику или если ты идешь президентом, неважно кем, ты должен понимать, что это будет бить в любом случае по твоей семье. В любом случае. И мне кажется, вот мое мнение, может быть, я не прав, президент, там, особенно первое лицо страны, он должен вот настолько быть со своей страной,
ну, как бы это не человек. Он готов просто вот отдать все. Положить все ради своего государства. Это вот как ты говоришь, там, я не готов к этому, да, там, я дом, там. Ну, это абсолютно нормально. Мы все же разные. Но есть люди, которые готовы положить все на это. И объяснить это невозможно, мне так кажется. Потому что появился Владислав Григорьевич Ардзинба, но который вот ты готов отдать все, вот ты. Ты знаешь, если... Вот ты как-то спрашивал там, семья или государство? Да. Ты знаешь, это страшно, наверное, даже иногда. Это страшно. Ну да. Ну, такой очень абстрактный вопрос. Все это тоже такое... Нет, ну ты понимаешь, понятие, например, все. вот Ли Куан Ю, о котором так любят говорить, у него резиденция была закрыта полностью. Даже окна были замурованы. Это настолько было опасно. И одна из причин, почему особенно я поддержал Аслана Георгиевича Бежания, это некоторые говорят, вот, Саид, как можно было в это поверить? Вот то самое отравление, да, о котором идет речь. Я подумал, человек готов на все. Понимаешь? Вот он готов на все. Абхазское государство невозможно будет сохранить, пока у нас не появится человек, который готов себя принести в жертву. Прям вот, знаешь, во всех смыслах. Он, может быть, и не будет жертвой в итоге, он может много лет поработать, да, а может будет жертвой. То есть, ну, вот с такими мыслями он должен прийти, что он на все готов. Была такая идея баллотироваться в депутаты парламента, но когда такая идея была, я же не просто там должен был, вот я хочу быть депутатом, там, это же не песочница какая-то, куда ты можешь пойти поиграть. Ты должен понимать свои силы и примерно понять, что ты можешь предложить. Ну, понятно, что это сфера образования у меня была, но и при этом я видел там, как бы, что и я могу вырасти в плане, там же все-таки юриспруденция, законы. То есть я сразу начал думать, да, вот какие проекты я могу предложить, какие законы, там, закон об образовании, да, помимо закона об образовании, может быть, какие-то другие законы, уже в юридическую тематику совсем, если мы уходим. Я стал анализировать деятельность парламента, и не только там вот 6-го созыва, и до этого, какие идеи там предлагались. Ну, в основном это все под копирку от Российской Федерации, да, база. В основном многое было. И потом какие-то изменения в законы. И вот мне хотелось в этом отношении расти там. Мне казалось, что это возможно. И вот с проектом о законе образования, то есть заранее его подготовить и с ним выйти на выборы, да. Но потом я понял, что все-таки народ не поэтому голосует, не по этой причине. Там опять вот эта тематика, там ты пропрезидентский, ты оппозиционер, вот другого не дано в нашем обществе, к сожалению, не дано. Ну и потом факт, что мой брат баллотировался, Тимур Бея, он баллотировался в депутаты парламента, я об этом узнал. И я сразу же отбросил все. Вот ты сейчас можешь меня обвинить в том, что там, да, а вот государство, там, а вот фамилия. Нет, для меня очень... Вот я хочу вот что еще сказать. Вот почему я говорю, у абхазского государства есть своя специфика, у политики. Почему я об этом говорю? Нам ни в коем случае нельзя позволять политике разделять фамилию. Вот разделять фамилию, портить отношения. Ни в коем случае. Вот ты сказал, семья или государство. Но для меня развитие семьи – это вопрос строительства государства. Если я не могу с тобой отношения выстроить, как с братом, о каких отношениях искренних я могу говорить с другим человеком, абсолютно чужим мне? Не обязательно в вопросах справедливости. Ты понимаешь? Не в обязательно в вопросах справедливости. Я считаю так. Для того, чтобы помочь району, селу, городу, я не знаю, малому какому-то там объединению, это не обязательно быть политиком или депутатом парламента. Не обязательно. Но иногда, когда ну вот судьба или жизнь так выстраивается, да, система, модель так выстраивается, что ты можешь быть здесь полезен, и если у тебя есть понимание, что ты здесь можешь полезен, ты идешь и стараешься быть полезным. Но не вопреки всему.
не по головам, там, не. Такие моменты, они... Потому что это все вернется. Это ударит не по тебе, но по твоим детям. Сегодня просто мне смешно, когда мы говорим, что нам сложно. Когда мы начинаем оправдывать, вы видите, в мире какие процессы происходят. Вот процессы, которые происходили во времена выстраивания такого государства, да, как вот с Владиславом Григорьевичем Ардзенбо, я не могу даже дать оценку им, насколько это были сложные времена. Вот тогда были действительно сложные времена, когда нет соратников, нет партнеров, когда нет официальных лиц, которые могут продвигать твои идеи на международных площадках. Но также, и ты должен сидеть, управлять всем этим, взять на себя, взвалить эту ответственность, с этой командой идти вперед, доверять абсолютно людям. Возможно, наверное, надо довериться тоже. То есть совсем не доверять тебе и идти вместе с тобой в команде, но это уже не работа. Значит, человек доверял. И вот этим доверием мне настолько обидно, настолько мне действительно обидно. Потому что я примеряю на себя, я понимаю, что это кольчуга такая вот тяжелая, вот настолько, что вот неподъемная. Это какая неподъемная сила, которая вот с какими мыслями человек жил, как он шел, а потом провокационные вот эти заявления. Саид, знаешь, ты вдохновлен этой книгой, я очень хорошо это понимаю, помню свои эмоции тогда еще, когда я ее читал. Завершая нашу беседу, что бы ты сказал Владиславу Григорьевичу Ардзенбо, если бы у тебя была такая возможность? Я бы хотел просто молча с ним посидеть. Потому что все, что можно было сказать, он сказал. Спасибо этого слова недостаточно. Все равно не настолько объемное.